Сегодня в программе «Интервью» мы вновь говорим о спецоперации и говорим о тех, кто создает крепкий тыл для участников, кто находится на передовой. Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Валентина Урлапова, мама участника СВО. Валентина Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, ваш сын находится в зоне спецоперации, причем с самых первых дней. Все верно, да. Он в 2020 году пошел проходить службу в рядах российской армии. Причем у него была отсрочка по учебе, но он так сказал мне, что давай я вот отслужу, а потом доучусь. Вот, и, можно сказать, я своими руками его отправила, мы даже проводы не успели сделать, все так быстро произошло. Как раз я ехала, и по радио говорили, что в Ленинском районе идет недобор по призыву. Вот. А по сфере своей деятельности я до работы в Доме культуры работала в Доме офицеров, поэтому была как гражданский персонал Министерства обороны и позвонила в наш военный комиссариат по Ленинскому району и говорю, что сына моего возьмете? Они такие, а что он хочет? Я говорю, да, хочет. Ну, говорит, пусть прямо сейчас приезжает. Я ему звоню, я его разбудила, я говорю, езжай, тебя там ждут, он на такси туда поехал. И в итоге его уже обратно не выпустили. Я говорю, как так? Я говорю, думала, съездит, только узнает, там ему все скажут, дадут время вещи собрать. А из-за того, что были уже последние дни вот этого призыва, сказали, что нет, уже все, мы не отпускаем. И мы вот после работы поехала, отвезла ему вещи. Поехала на учебу, вместо него писать заявление на академический отпуск. Но на этом все не закончилось. Он спустя какое-то время мне звонит и говорит, я вот хочу подписать контракт. Я его отговаривала, мама моя отговаривала, все друзья его отговаривали. Одна дочь моя сказала, да, конечно, подписывай. То есть она тоже, в каких-то своих корыстных целях, она, чтобы ей комната досталась одной, вот, она сказала, да, подписывай. Никто не знал на тот момент, что вот случится такая история. То есть, говорю, так как я работала в Доме офицеров, мы постоянно ездили по воинским частям, мы ездили с концертами, с КВНами. У нас в Доме офицеров проходило очень много мероприятий, на которых принимали участие и офицеры, и кадеты. Вот. И я так думала, что, наверное, это как-то дало отпечаток на его сознание, что он видел себя офицером, тоже военнослужащим. Вот. И даже ему, когда его отправили, он же не закончил этот Башкирский архитектурно-строительный колледж, его отправили в Удмуртию, в инженерно-саперные войска. Вот. И ему предлагали идти учиться дальше, в военное училище, чтобы получить офицерское звание. Вот. И даже звонил мне, смеялся, говорил, я, говорит, раньше тебя на пенсию выйду. Это то, что я же как военнослужащий буду. Я говорю, так-то да. Вот. Когда мы плюсы-минусы рассматривали, если он подпишет контракт. И потом вот случилась эта история, он мне не говорил до последнего, он просто сказал, позвонил как-то в январе, сказал, что меня не теряй, мы уезжаем на учение, я буду без связи. Вот. И их самых первых практически отправили. Вот. Я потом только где-то в мае, когда он приехал в отпуск, узнаю, что, оказывается, он был там. Причем 2 года его в отпуск не отпускали. То есть 2020 года по 2022 год, в мае, когда он только первый раз приехал. Все всегда хорошо, все всегда безопасно, как он мне говорит. Все как-то меня успокаивает. Но я знаю, то есть мне как-то дочка проболталась однажды, что они с друзьями, когда встретились, сидели, то есть он там рассказывает, бывает, что рассказывает, и не очень интересные такие веселые истории, то есть бывает, что и всплакнет, но мне этого ничего не показывает. Но вы его всегда поддерживаете? Я его поддерживаю всегда во всем. То есть он единственный мужчина в нашей семье остался после смерти супруга, поэтому это тоже такой наверное, на него отпечаток положило, что ответственность такая за нас двоих, за 2 женщин в семье.
И он никогда не был слабым, он всегда был, причем серьезный, то есть он прям с рождения был серьезный. То есть с ним вот всякие там шуточки, вот там, не знаю, вот эти ладушки или там в козу поиграть, это не про него история. То есть он никогда не смеялся над этими шутками, но сам шутить умеет. То есть у него очень интересный, оригинальный юмор. Я знаю, что вы организовали своего рода волонтерские кружки, да, причем не в одной точке города Уфы, будучи директором Дома культуры. Расскажите об этом. Да, все верно. Давно была это у нас мысль. Мы не знали, как это все правильно организовать. И все случилось благодаря гранту главы города, который мы выиграли в 2023 году. И с 1 декабря стартовал наш грант, «Алтын Гумер» назывался. И в рамках этого гранта мы набрали в наши клубные формирования людей плюс 50. Возраст плюс 50, и наряду с различными занятиями, по которым они сами выбрали направление, мы для них предоставили бесплатные занятия. Это по вокалу, рисование, рукоделие, йога, шахматы. Вот. Мы решили организовать еще и волонтерский штаб. Вот. Благодаря вот этому, наверное, вот такому хорошему старту деятельность продолжается. Участницы ведут постоянный отчет, сколько они сделали, сколько они отправили, куда отправили, в какое направление, через кого они отправили. То есть есть уже налажены контакты с Народным фронтом, с Ассоциацией предпринимателей города. Много таких вот есть частных, кто в частном порядке обращаются, мамы сами, ребята, которые приезжают в отпуск, приходят и прям тоже вот обращаются и увозят с собой. Ну, не только то, что волонтеры наши делают своими руками, да, но и гуманитарную помощь в плане там вкусняшки какие-нибудь, да, вот тоже вот собирают. Так что да, это есть, и люди с удовольствием приходят и очень активно участвуют, что в Затоне, что в Нижегородке. При этом расскажите, как вы находите силы, потому что вы и активную гражданскую позицию поддерживаете, вы с сыном связь поддерживаете, то есть вы обеспечиваете крепкий тыл и дома, и организовываете волонтерское движение. Откуда берутся силы вот у наших женщин, как думаете? Ну, знаете, я себе да, говорю, что, скорее всего, вот только за счет этого и держимся. То есть если не было бы такой активной деятельности, ну, не знаю, просто, наверное, какая-то депрессия бы настала, потому что постоянно думать и какие-то дурные мысли, вот чтобы они не посещали тебя, вот мы постоянно где-то участвуем. Постоянно организовываем мероприятия не только вот как сбор гуманитарной помощи, да, но и участвуем в концертных программах, мероприятиях, акциях. Вот сейчас вот в преддвериях 80-летия у нас проходит очень много мероприятий. Вот недавно вот в Затоне как раз наши волонтеры, бабушки в торговом центре устроили неожиданный такой флешмоб, исполняли песни Победы. Очень им это понравилось. Они сначала так сомневались, как это будет выглядеть. Вот. Но благодаря вот окружению, поддержке вот это у нас же еще создан клуб мам героев. То есть вот, мамы героев, да? Да, у нас есть такой вот клуб при «Защитнике Отечества». Организовали такой вот клуб, куда меня тоже пригласили. Было уже несколько сборов, собраний таких. Вот, очень интересно, там и психолог тоже есть, который помогает нам. Вот, поэтому и общение вот друг с другом мамы. Поддерживаете друг друга, но когда мамы понимают, как-то советуются. Да, вы знаете, вот на концерте, который вот был, который организовали, вот проект «Мама», да, от телеканала БСТ, было очень приятно видеть знакомые лица. То есть вот мы уже, вот некоторые мамы, кто вот в этом клубе состоит, кто просто в чате вот переписывается. И когда приходишь, вроде как с некоторыми еще не виделся ни разу,
Но увидев по фотографии, понимаешь, и я вот помню прям вот на этом концерте в фойе, когда мы собирались, я одну маму увидела, я говорю, Эльмира, она, Валентина. Ну, это приятно, да, то есть и вот поделиться тоже, узнать, как твой сыночек, как твой сыночек, как ты, вот чем занимаешься. Это, ну, хорошая такая тема, и я ее очень поддерживаю. И прям вот все у меня, кто тоже мамочки есть, я их тоже приглашаю в этот клуб. У нас есть чат, я их добавляю тоже туда. Мы ездили с мамами тоже недавно в монастырь мужской, вот «Святые кустики». Там прям вот сам настоятель, он нас встретил, нам показал все, как он это все своими руками создавал, как он это все построил. И была общая молитва за всех наших парней, за всех наших ребят, и детей, и сыновей, и мужей. Вот. И независимо кто какой веры, то есть вот организовали вот такую вот акцию, это тоже было очень здорово. Нам от епархии предоставили такой прям комфортный автобус, нас отвезли, привезли. Это тоже вот благодаря вот этому клубу мамы героев. Такое не бывало, какое-то единство ощущается, правда? Да. Валентина Юрьевна, спасибо вам огромное, что вы нашли время, несмотря на такую насыщенную жизнь, у вас наверняка загруженный график, вы нашли время, пришли, пообщались. И прежде всего хочу сказать вам спасибо огромное не только за вашу такую активность, но и за сына. Потому что когда вы сумели воспитать человека, который не побоялся, пошел и стоит на защите Родины. Спасибо огромное. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.